прямом эфире Якутия-24 вы смотрите «Итоги дня». В студии работаю Влад Давыдов. Добрый вечер. Последствия непогоды. В некоторых районах закрыто движение. В городах произошли ДТП. Коммунальщики борются со снегом. Синоптики отвечают на вопрос, что будет с погодой дальше. Профессия «Спасать жизни». 35 лет отмечает централизованное операционное отделение РБ-2. Каковы показатели и достижения якутских врачей-хирургов? Медэкспо. Здоровье и красота. В Якутске открыли межрегиональную спецвыставку. Какие в этом году товары и услуги предлагают посетителям? Якутян в промышленность. Местных жителей берут на работу активно, однако приезжих специалистов все равно больше. Почему? Репортаж из Алдана. 180 человек из 18 домов в Мирном ведут работу по переселению граждан из аварийного жилья. Какие там намечены планы? И улыбка удачи. Кто выиграл один из главных призов — мотоцикл на розыгрыше телемарафона «Весна на НВК». За 2 дня непогоды в Якутии произошло более 40 дорожно-транспортных происшествий. Несколько человек пострадали, среди которых дети. ГИБДД в очередной раз напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть предельно бдительными на дорогах, особенно в такую плохую погоду. С начала ухудшения погодных условий на дорогах республики всего зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествий, из которых 6 произошли с пострадавшими. В этих 6 автопроисшествиях травмы различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе 9 детей. Основными причинами этих автоаварий явилось несоблюдение водителями безопасной скорости в трудных, сложных погодных условиях. А в ряде районов Якутии закрыто движение для всех видов транспорта. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог республики. Проезд закрыт на участке трассы Сангар, Ситте, Батамай, Булус. До улучшения погодных условий сейчас до райцентра можно проехать со стороны горного района – Асыма, Кабяй, Сангар. Кроме того, временно закрыт проезд на ледовой переправе Кангаласы, Сотинцы. На этом участке на всех 3 направлениях работает дорожная техника. Вчера дежурили, сегодня тоже дежурят, но сильный ветер, пурга заметает сразу. Вот как машина проехала, трактора очистили и сразу же метет. У нас вот сейчас в основном люди ездят на маленьких иномарках, да? Вот передний привод, задний привод, в основном вот такие вот, неполноприводные машинами ездят, и вот они застревают. Первый застрял, второй застрял, и там по цепочке уже идут, и потом пурга метет, сразу остановились и заметает. Прошедший обильный снегопад может усугубить паводковую обстановку. В этой связи власти Якутии заблаговременно обращают на это внимание и ведут необходимую работу. По прогнозам, в республике в зону возможного подтопления подпадают 166 населенных пунктов. Об этом нашему телеканалу сообщил первый вице-премьер Алексей Колодезников. В этом году будет повторяться ситуация в Среднеколымском районе. Это населенные пункты по реке Алазе, Сватай, Аргахтах, Андрюшкино. У нас высокие снегозапасы сформировались в Верхнеколымском районе. Есть угроза и в Абыйском. Традиционно это Алекминский район, Ленский район, город Якутск, Намский район и Хангаласский улус. Соответственно, мероприятия все подготовлены. Будет сформировано 6 команд традиционно, которые будут работать уже в период половодья. 14 апреля выйдет комиссия республиканская по предупреждению паводка в весеннее время и летнее время по селам Аргахтах, Сватай, Березовка. И в самом городе Среднеколымске проведут предупредительные работы.
В том числе из-за последствий непогоды надзорные органы в Алдане выдали 63 предписания по плохому состоянию дорог. К ответственности привлекли несколько должностных лиц, в том числе первого заместителя главы города. По данным с начала года в Алданском районе произошло 16 ДТП, в которых 5 человек погибли, в том числе 2 ребенка, а 23 человека получили травмы различной степени тяжести. Почти в каждом из них сотрудники ГИБДД усматривают причины в виде неудовлетворительных дорожных условий. Сообщается, что администрация не проводила подсыпку и ремонт дорог, а также не убирала снег и наледь с проезжей части. Ну а последствия пурги в Якутске ликвидируют за 1 неделю. По данным, на основных городских дорогах работают 8 бригад. Это 90 единиц техники и 60 рабочих. Все действия транспорта расписаны по минутам. Что сделано и что предстоит? Репортаж с Аргаланы Федоровой. Затяжная пурга и выпавший снег принесли проблемы и лишние хлопоты. Пробки на трассах, аварии. Бригада дорожников, вооружившись лопатами, работает днем и ночью. В первую очередь расчищают центральные улицы, чтобы снизить накат на автомобилей. Вот эти 2 дня уже много выпало снега. Приходится работать. Наверное, будем работать допоздна. Постараемся убрать побыстрее. Сейчас в основном лопатами, снег потом чем убирать? Конечно, лопаты. Разгребают снежные кучи, бульдозеры, погрузчики, самосвалы. Грейдеры убирают снег с улицы, затем тракторы расчищают карманы остановок и заездов. Каждый погрузчик, каждый самосвал и работники делятся по группам, и каждый по заданию свои улицы убирает. Первая смена с 8 утра до 8 вечера, а вторая смена с 8 вечера до 8 утра работаем. Мы за март, получается, мы вывезли где-то 40 тысяч кубов метров. Загруженный снег вывозят на полигон. КАМАЗы совершают по 15 рейсов в день. Площадь полигона 5-6 гектар. Его заполняют послойно. Когда первый слой заполняется, бульдозер выравнивает снег, затем заливает водой. Собранный за зиму снег высоту может достичь 2-этажного дома. Максимум за зиму 4 слоя снега. С 1 апреля с улиц столицы уже вывезли 4300 кубометров снега. А уборка с дворовых территорий – забота управляющих компаний и жителей частного сектора. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Ну а чего же ждать от погоды в ближайшие дни? По данным гидрометцентра, уже через 2 дня в большинстве районов ветер и метель прекратятся. Вот циклон отходит с территории республики. Вот за эти 3 дня максимальная скорость ветра в порывах достигала на территории центральной Якутии до 15-16 метров в секунду. Ну и за эти 3 дня выпало в общем 12 миллиметров снега. Ну, по сравнению с нормой это около 9 миллиметров, выше нормы выпало. С 5 числа повсеместно в центральных, южных, западных районах у нас будет без осадков, без ветра. Ночные температуры будут 10-15 градусов мороза, и днем будет уже от 0 до плюс 5 градусов. К другим новостям. В Мирном загорелся спорткомплекс «Кимберлит». Такова легенда пожарно-тактических учений в столице Алмазного края. Для этого привлекли силы и средства 2 отрядов противопожарной службы и военизированного горно-спасательного отряда. Репортаж нашего СОПКОРа в Мирном Евгения Тайтонова. Сигналом о возгорании спорткомплекса «Кимберлит» дети и персонал спешат эвакуироваться. Уже через 3 минуты подъезжают пожарные. Стало известно, что условный пожар возник в спортзале на 1-м этаже. Центр 6-го. На приеме. По информации представителя объекта, из объекта выведено около 30 человек. Предположительно, в здании еще остались около 6 человек. Проводим разведку на поиск пострадавших, как поняли. В первую очередь все силы пожарно-спасательных подразделений направлены на поиски оставшихся людей и возможных пострадавших. Дверь за дверью, разделившись на группы, пожарные осматривают каждое помещение. Чтобы спастись от пожара, люди в панике могли взобраться куда угодно. И вот первый из 6 человек найден в теплопункте. Спасатели сразу надевают на него кислородную маску и выводят из здания. Пожарные не знали наперед количество пострадавших, которые останутся здесь, и не знали их места. То есть они
как в реальных условиях, обследовали все помещения, обследовали все здание до тех пор, пока не нашли данных пострадавших. Пожарные подразделения, они справились с поставленной задачей. Все отработали замечательно. Тренерский состав собрал своих детей, вывел оперативно на улицу. Ребята оделись и побежали в ближайшее укрытие на рынок. После эвакуации пожар ликвидировали. Казалось, все закончено. Но вдруг дежурный бьет тревогу. В течение 10 минут звено не выходит на связь. Требую отправить резервное звено ГНСС на поиски 921 звена. Вас понял, где вы находились? Где, на втором этаже? Где было? Находились в данный момент на втором этаже, с правой стороны здания, с севера получается. На поиски коллег бросают резервные силы. Через пару минут их удалось отыскать и вывести из здания. Такие масштабные учения в Мирном проводятся каждый месяц. На поиски пропавших и ликвидацию возгорания пожарным потребовалось 20 минут. Евгений Тайтонов, Марьяна Кутукова, Мирный. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй половине итогов дня. Профессия «Спасать жизни» 35 лет отмечает централизованное операционное отделение РБ-2. Каковы показатели достижения якутских врачей-хирургов? Медэкспо «Здоровье и красота». В Якутске открыли межрегиональную спецвыставку. Какие в этом году товары и услуги предлагают посетителям? Якутян в промышленность местных жителей берут на работу активно, однако приезжих специалистов все равно оказывается больше. Почему? Репортаж из Алдана. Улыбка удачи. Кто выиграл один из главных призов — мотоцикл на розыгрыше телемарафона «Весна» на НВК 1 апреля. Это Якутия-24 в прямом эфире. Мы продолжаем итоги дня. В Мирном ведут работу по переселению граждан из аварийного жилья. Для обсуждения вопросов по программе переселения приглашают жителей города. Предложения и замечания необходимо предоставить в письменном виде до 20 апреля. Общий объем финансирования программы в районе 133 миллионов рублей. На эту сумму планируют переселить из аварийного жилфонда 180 человек из 18 домов. Всего в аварийном жилфонде, признанном таковым после 2012 года, проживают более 4000 человек. Это почти 6% от общего количества жителей города. Минтранс страны нашел способ уменьшить стоимость полетов между городами России. В министерстве предлагают снизить до нуля налог на добавленную стоимость на региональных авиамаршрутах, по которым перевозчики летают, минуя Москву. А на московских рейсах налог сохранить прежним на уровне 10%. Такой НДС сейчас и на региональных рейсах. Этот налоговый маневр необходим, чтобы поддержать и развивать региональные авиаперевозки, но при этом не навредить экономике московского авиационного узла. Сегодня через него идут 3/4 всех внутрироссийских авиаперевозок. Золотодобывающее предприятие «Нерюнгри Металлик» планирует в этом году направить почти 2 миллиарда рублей на поддержание и развитие производства, геологоразведку, обновление технической базы и вскрышные работы на месторождениях Таборное и Гроз. Это на 22% больше, чем в прошлом году. Отметим, что от продажи произведенного в прошлом году золота рудник «Нерюнгри» выручил более 86 миллионов долларов. Что касается трудоустройства в этой сфере, то технические кадры в промышленности востребованы были всегда, и компании охотно берут на работу местных жителей. Однако приезжих специалистов, особенно на участках, где работа идет вахтовым методом, оказывается больше. Почему так получается? Сюжет Татьяны Вахниной из Алдана. Производственный участок «Надежда», где ведет разработку акционерное общество «Селегдар», включает несколько золоторудных месторождений. «Надежда» и «Межсопочный» располагаются на Нижнеякокитском рудном поле. Весь сложный многоуровневый процесс добычи от выемки руды до производства золота происходит на месте. В дополнение ко всему еще, кроме основных производственных процессов, у нас идет полный ремонт техники, как землеройной, так и автомобильной, технологического транспорта. Все происходит на месте.
На горнорудном комплексе Нижнеекокитский трудятся свыше 1000 человек. 7 дней в неделю по 12 часов. Таков график. Большинство работающих вахтовым методом в артели – люди приезжие. Местные жители, имеющие семьи, предпочитают работать в городе без отрыва от дома. Ну, наверное, сейчас 60/40. Вот так. Все-таки приезжих немножко побольше, местных поменьше. Местные с небольшой охотой к нам идут. Но, тем не менее, на сегодняшний день у нас вакансий совсем немного осталось. Все полностью закрыто. Я думаю, что к сезону мы будем готовы. Руководители промышленных предприятий не прочь привлекать на работу местных специалистов. Нежелание жителей долговременно работать на участках сотрудники компании «Селегдар» объясняют причинами психологическими. Сравнительная близость семьи не стимулирует к долгим разлукам. Когда человек все же решается уехать из дома, он готов полностью отдаваться работе. Наверное, это для местных сложновато тем, что семья дома и находиться рядом, а в то же время не попадать в семью, наверное, сложновато. Поэтому все-таки интерес у местных поменьше. Руководители промышленных предприятий приводят немало примеров, когда жители России работают в артелях годами. Местные же специалисты, побывав на вахте 2-3 раза, увольняются. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алданский район, горнорудный комплекс Нижнеекокитский. Есть и обратные примеры, когда местные жители работают на промышленных предприятиях десятки лет и вполне успешно. К ним можно отнести работников ленских авторемонтных мастерских компании «Алроса». С людьми труда встретилась Светлана Балеева. Токарь 4-го разряда Виктор Макрыгин. В авторемонтных мастерских работает уже 15 лет. В профессию пришел после окончания Ленского профессионального училища. В 2002 году устроился учеником токаря. И так здесь сдал на разряд и продолжил работать. С 2004 по 2006 в армию сходил, после армии опять вернулся на это предприятие. И так продолжал здесь работать. Отучился здесь, соответственно, шлифовщика, расточника. Ну и продолжаю работать. Вот уже 50 лет на этом же предприятии работает отец Виктора. Он-то и привил сыну интерес к этой профессии. Придя на предприятие токарем, молодой человек, имея большое желание трудиться, быстро начал осваивать и другие рабочие специальности. Да, шлифовщиком тоже работаю. Тоже здесь же отучился, сдал на 4-й разряд на шлифовщика. И в основном занимаюсь коленчатыми валами на двигателя. Шлифую коленчатые валы и головки. Сегодня Виктор – ценный работник. Как ему это удалось, Виктор отвечает: все просто. Главное – желание трудиться. На предприятии можно обучить человека и без образования. Если у него есть стремление, его научат всему. Еще один молодой и опытный сотрудник предприятия – автослесарь Игорь Киященко. Работает на станции ТО-1. Заменяет ГСМ, масла в двигателях, коробках. Также проверяет уровень и смазку. Машина наезжает свой пробег, заезжает к нам, мы проверяем уровень масла во всех узлах. И меняем двигатель. Просто сливаем, меняем фильтра, заливаем свежее масло. Ну и смазываем. В гаражном листе указывают, какую работу надо выполнить. То есть просто помазать или поменять масло. А мы уже делаем. Ну и так бывает, что проверяем редуктор, а там масло белое с водой. Тогда уже надо менять его. Вот. Ну и работаем не то, что один машину ремонтирует, а у нас бригада из 3 человек. Вот мы все втроем машину делаем, распределяем, работаем. Игорю подвластна вся техника, будь то Volvo, КАМАЗ или трактор. Работать приходится абсолютно со всем подвижным составом. Постоянно в комбинезоне, с грязными руками, пахнущим маслом и мазутом, молодой человек признается, что никогда не жалел о своем выборе и с удовольствием трудится на развитие родного предприятия. Хорошие рабочие специалисты действительно сегодня в большом дефиците. Из-за такого работодатели держатся обеими руками. Держатся за работодателей и молодые люди. Ведь «Алроса» – это одна из тех немногих компаний, кто предоставляет ребятам после окончания технических училищ места для работы, тем самым дает возможность дальнейшего развития. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. 750 тысяч рублей разделят 3 наслега Якутии. Деньги потратят на экологию. Речь идет о победителях конкурса под названием «Сохраним природу вместе». Участниками стали 36 администраций населенных пунктов из 16 районов республики. По направлению «Экологический десант» победителями стали Наихинский наслег Усть-Алданского улуса, Ламынхинский наслег Кобяйского улуса и Белецкий наслег Алданского района. Медэкспо «Здоровье и красота» в Якутске открыли межрегиональную специализированную выставку. Какие в этом году товары и услуги предлагают посетителям лечебные учреждения и предприниматели Якутии и России, рассказывает наш корреспондент Оксана Устинова.
Жительница Якутска Людмила следит за здоровьем. Пришла на ярмарку, чтобы сдать кровь на анализ, проверить слух. Десятки посетителей выставки смогли пройти флюорографию, выполнить кардиограмму и получить консультации врачей. Сейчас у нас такое время, с таким прогрессом мы шагаем, люди внимание на себя, на свое здоровье мало внимания обращают. Поэтому такие ярмарки очень нужны. И, конечно, я человек пожилого возраста, и тем более вот все время с внуками. Я вот сюда пришла, чтобы вот проверить себя. Впечатления очень хорошие, прямо столько специалистов и очень много вот таких вот аппаратов. 9-й год выставка объединяет на одной площадке сотни товаров и услуг для здоровья. Профессионалы отрасли делятся опытом, рассказывают о новинках рынка. Компания из Рязанской области на рынке 38 лет. Более 20 тысяч лечебных учреждений оснащены продукцией предприятия. Ультразвуковые мойки, пробирки, портативные физиоаппараты. Здесь мы также показываем населению, как легко применять наши аппараты, пользоваться ими в удобстве дома. Конечно, наши аппараты намного дешевле, но здесь еще есть преимущество, что сервисное обслуживание здесь мы осуществляем у себя на территории России. Как отмечают организаторы, ежегодная выставка стала удобной площадкой для обмена опытом и инновациями. Посетители могут ознакомиться с образцами современного медицинского оборудования, новыми технологиями по профилактике и лечению различных заболеваний. В рамках импортозамещения мы можем гордиться тем, что и у нас в России производится косметика, начали производиться БАДы, товаров для здоровья и так далее, одежда, спецодежда. Это все мы можем производить. В деловой программе Медэкспо запланированы круглые столы, мастер-классы и консультации по питанию. Выставка продлится до 5 апреля. Оксана Устинова, Илья Сыромятников, Якутск. 35 лет в этом году отмечает централизованное операционное отделение Республиканской больницы номер 2. За это время отделение, понятно, претерпело ряд изменений в лучшую сторону. Наш корреспондент Дмитрий Тымыров о показателях и достижениях якутских врачей-хирургов. Так и планировали. А дренаж где будет стоять? Какой дренаж? Не будешь? Сегодня у нас проводится операция опухоль лицевого скелета с прорастанием в переднюю черепную ямку. Одна из сложнейших и редких операций, которые проводят хирурги Республиканской больницы номер 2. Длится 4 часа. Тут же в другом зале экстренное вмешательство по удалению желчного пузыря. Таких операций 30 в день. Свободный зал у хирургов – это редкость. Планировать, как говорится, экстренные операции мы не можем. Сколько обращается, столько операций и производим. Вот примерно, максимально, я скажу, где-то до 50 операций в сутки. В помощь хирургам передовые технологии в области медицины. Компьютеризация и роботы облегчают труд хирургов и экономят драгоценное время. Если раньше был принцип большой хирург, большой разрез, то сейчас маленький разрез и большая хирургия. Это делается эндоскопически, через меню доступа, с помощью новых технологий, с использованием передовых средств, которые у нас в республике есть. Подавляющая часть персонала – молодые хирурги. Хирургами наш центр обеспечен, появляется очень много молодых специалистов. За последние годы, если не ошибаюсь, в наше первое и второе хирургическое отделение поступило более 10 человек. В отделении проводит 7 тысяч операций в год, от простого удаления аппендицита до операции головного мозга. Делаются сложные операции в нейрохирургическом отделении. Это сосудистые операции, то есть при разрывах аневризмы. Производятся операции при опухолях головного мозга и спинного мозга. Небольшое операционное отделение, созданное 35 лет назад, выросло в централизованный блок, который оснащен современной техникой. В больнице продолжат улучшать материально-техническую базу. В ближайшее время заменить эндо-, видео- и артроскопические стойки, которые нужны для проведения сложных операций. Главный плюс – уменьшение послеоперационных осложнений, что положительно повлияет на самочувствие пациентов. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск.
Имя лучшего учителя Якутии 2018 года станет известно 6 апреля. В столице стартовал республиканский ежегодный конкурс «Учитель года». Участие принимают 33 педагога. Интеллектуальное состязание, как обычно, состоит из нескольких этапов. Накануне конкурсанты провели методический семинар, где ознакомили членов жюри со своей творческой работой. На сегодня начались конкурсные уроки с использованием различных технологий. Также в рамках конкурса учителя проведут мастер-классы, продемонстрируют образовательные проекты и встретятся с министром образования республики. 33 участника, но это связано с тем, что в этом году республиканский клуб «Учитель года» проводил свой конкурс «Серебряный пеликан», и победители этого конкурса добавились к общему количеству представителей районов. И еще здесь же находятся победители конкурса «Молодой педагог». Первое задание очного этапа стало называться методический семинар, на котором участник говорит о своей конкретной методической концепции, какой-то такой генеральной линии, на которой потом он будет строить и свой мастер-класс, и свой урок и так далее. Но я думаю, что это правильно, справедливо, потому что по одному какому-то уроку, который выдернут из общей линии, судить о мастерстве учителя невозможно. Накануне, как известно, определились все победители розыгрыша телемарафона «Весна на НВК». Призы были выставлены дорогостоящие, и 5000 купонов народ разобрал быстро. А вот повезло только единицам. Наш корреспондент Кристина Якупова о счастливом обладателе одного из главных призов – мотоцикла. Алло. Алло, бегни стагатто. Ким деңгини? Атың солың ким деңгини? Иванова Ксения Ивановна. Ксения Ивановна, да? Жара Ксения Ивановна. Эгардей. Бұл беге сандастас кен брахниктағы фирбитеттен Матамир мағығынтан бұғырды Минскей матағықылы сүйенілі. Қай өрджін да? Такого резкого поворота Ксения Ивановна не ожидала. Об акции «Весна на НВК» узнала по телевизору и радио. Пришла за купонами за пару дней до розыгрыша. Счастливое число 8 по фэншую принесло удачу. Теперь Ксения Иванова – счастливая обладательница мотоцикла «Минск». Билетов было тоже мало, уже оставалось-то. Потом смотрела, там 44. Думаю, о, что это такое? Ну, последние билеты добыли. Потом думаю, ладно, 44, это 8 и 5-3, ну, тоже 8. Вот так выбрала. Ну, один выбрала, а 2 так взяла. Но просто это было неожиданно, я не ждала. Женщина очень рада выигрышу, но признается, что все-таки мотоцикл не для ее возраста. Посмотрела совсем много. Если мне сказала бы, что это Минский, я не поверила бы. Раньше-то они какие были? Маленькие такие, да? Раньше-то гоняла, сейчас-то. С железным конем Ксения готова расстаться ради мужа. Он перенес несколько инсультов. Мужчине требуются дорогостоящие препараты. Ну, сначала вот тоже думала, вот до сегодняшнего дня вот думала, потом все-таки, ну, у меня этот супруг тяжело болен, ну, пойдет на лекарства. Ксения Ивановна – активная пенсионерка, волонтер, преподает в школе 3-го возраста, состоит в женсовете Центрального округа. Советуют не бояться участвовать в таких розыгрышах, ведь удача всегда может быть на вашей стороне. Кристина Якупова, Семен Семенов, Якутск. Таковы итоги дня. Следите за главными новостями и событиями на Якутии 24. До встречи.